Всем привет! Давно не виделись. Не ожидали? Ролик на такую тему. А еще что ролик, в принципе, выйдет. Еще один до Нового года. Так вот, сегодняшний ролик не стоит воспринимать как некий супер хардкорный режим прохождения супер хардкорного мода. Нет, его стоит воспринимать как я решил побаловаться в растения против зомби, и вот что из этого вышло. Так вот, какой был у меня челлендж? Заранее заспойлерю, с таким челленджем возможно пройти лишь 2 уровня, что уже говорит о его сложности. Но вы еще не догадываетесь, какой это уровень сложности. Итак, история того, что происходит вообще на экране. Я решил скачать китайскую растение против зомби, а там еще оказались читы. И я, подумал, если читы бафуют растения, то можно ли с помощью читов усложнить растение против зомби? Ну, давайте расскажу, что у нас за читы будут врублены. Во-первых, перезарядка растений будет очень сильно ускорена. То есть, как минимум, горохострел будет стрелять раза в 2 чаще. Плюсом к этому они будут стрелять случайными снарядами. Как мне кажется, челлендж вполне интересный. Он делает режим Вазбрейкер невозможным и более хардкорным. Ну, давайте попробуем. Сейчас я буду пересказывать вам примерно каждый уровень, пройденный с таким режимом. Итак, первый уровень, он возможен. Заранее вам скажу, но здесь нужна огромная удача. То есть, вам нужно, чтобы один ряд полностью был заспамлен подсолнухами. И один ряд не состоял полностью из горохострелов. А шанс этого, вполне низкий. А теперь зачем? Чтобы нормально развиться. А если наряду будет 4 горохострела, вам никакое развитие не поможет. Горохострелы могут стрелять любыми снарядами, даже кукурузными пушками. Но почему-то они не могут обузить их механику. То есть они просто носят урон с горошину, но сплэшем. Страшнее будет, если горохострел будет спамить на вас маслом. И тогда зомби не сможет продвинуться, и вам понадобится, к примеру, не один футболист, а 2. Кстати, другие растения могут обузить механику кукурузных взрывов. Потом объясню, какие. Также кабачок из-за ускоренного кулдауна урона вообще не наносит. И это спасибо за это. Целую в щечку, но пофиг, потому что уровень все равно сложный. Теперь про победную попытку. Мне просто очень повезло, что на одном ряду заспавнился только 1 горохострел, на другом тоже, на третьем 1 горохострел и кабачок и так далее. Мне просто повезло со спавном, думаю, вам повезет. Так что первый уровень мы как минимум прошли. Да! Один алмаз, одно изыскание. Несмотря на видимую легкость второго уровня, он невозможный, буквально, он непроходимый. Здесь нам не дают футболистов, и вместо него дают зомби с дверью, которые очень слабые, из-за новой обилки горохов стреляют снарядами катапульт. Несмотря на то, что снаряды визуально летят в дверь, они ее облетают, наносят урон по самому дверному маньяку. Так что горохострелы, по сути, вводят 50% его защиты. Даже не 50, а 70. То есть, чтобы забалансить зомби с дверью в этом режиме, он должен стоить как минимум 75 солнц, а не столько. И ряды приходят защищать обычными ведроидами, потому что обычные зомби, естественно, не справятся, а дверные твари ничего не могут сделать этому скваду. Проходимо лишь читом на бесконечные солнца, по-другому, извините, никак. Вот единственная моя попытка. Здесь, как видите, я почти прошел режим, и тут горохострел стреляет кукурузной пушкой. И все, капец. Возможно, этот уровень возможен, но я, скорее всего, настолько невезучий, что все мои попытки просто запарывала сама игра.
Третий уровень. В отличие от второго и первого, он меня вообще никаких трудностей не вызвал. Да, прошел я его с третьей попытки, но это только из-за небольшого невезения, из-за моей тупости. Шахтеры здесь становятся практически неубиваемые. А пень как бы бесполезен, потому что, ну что он будет поджигать? Только обычные снаряды горохострела, а шанс на это крайне низкий. Шахтеры здесь вообще становятся имбовыми, потому что на карте спавнится только 2 мины и 1 сиамский горохострел. И то есть это единственное, что может запороть шахтера. То есть уровень вообще в сравнении не идет с остальными на этой локации, режиме. Вам не пофиг. Третий уровень. Выглядит возможным, но есть один прикол. Это, по сути, усложненная версия второго уровня. Вот смотрите, зомби с дверью и с лестницей это, по сути, 2 родственника. Только у лестницы есть одна маленькая обилочка. Это Эводий защитные растения. Но несмотря на эту обилку, зомби с лестницей тут крайне неюзабельный, потому что его защиту может эводить любой горохострел. То есть стоит дорого и нормально не работает. Чтобы сделать этот уровень проходимым, нужно совсем немного. Бонусные 125 солнц на зомби с ведром, чтобы вначале заспавнили зомби с лестницей, а потом уже зомби с ведром. Тогда этот уровень станет возможным. Но так либо на огромном везении, либо никак. Моя самая удачная попытка по традиции. 5-й уровень по сложности примерно как 4-й. Только здесь вместо лестницы у нас кактусы. Но вы же не думаете, что не будет никаких приколов, осложняющих этот уровень еще сильнее? Смотрите. Чтобы его пройти, вам нужно поставить пару зомби с тарзанкой, покрасть подсолнухи, затем украсть 2 кактуса, а дальше заспавнить зомби на шарике. Если вам кажется это очень легким, то не забывайте, что теперь кактус овладел новой способкой. Он также стреляет рандомными снарядами. А если вы попытаетесь одолеть линию с кактусом, используя зомби с ведром, то вам помешает магнит. Причем магнит здесь получил еще более сильный баф. Он теперь перезаряжается почти моментально. Так что, чтобы пройти этот уровень, вам нужна куча лишнего солнца. Близко к прохождению попытки у меня тут нету. Следующий уровень выглядит максимально легким. Ставишь 2 прыгунов, эвойдишь 2 ряда, 2 чеснока, забираешь их, а остальных защищаешь, используя гаргантюа. Что может быть пойти не так? Все. Эта игра просто не щадит. Чтобы зачистить одну линию, нужно как минимум 2 гаргантюа, потому что у горохострелов появилась способность стрелять маслом. Если вы думаете, что горохострел самое лютое растение на этом уровне, то вы максимально ошибаетесь. Самое лютое растение на этом уровне и, возможно, во всем усложненном режиме в целом, это кукуруза пульта. Основная фишка этого монстра в том, что она неистово начала спамить снарядами. А плюсом к этому, она одно из тех растений, которое может нормально юзать механику кукурузной пушки. То есть она стреляет, по сути, кучей вишневых бомб в секунду. Следующий уровень, как всегда, невозможный. Да-да. Если вы думаете, что здесь только стреляющие растения вызывают проблемы, то нет, Чомпер тоже приобрел баф. Теперь он перезаряжается в несколько раз быстрее. И, возможно, если вам повезет, скорее всего, вы сможете одолеть эту оборону. Но я ничего не гарантирую. Я попытался пройти этот уровень с просто пониженным кулдауном, но подумал, что нафиг это надо, потому что это будет, по сути, обычным прохождением. А этот уровень был бы возможным, если не лютые магнитогрибы, которые снимают шапки даже с кучей шахтеров. Я попытался перепройти этот уровень, но, блин, вам не пофиг, он все равно невозможен. А на следующем уровне у нас появляется звездоплод. Растение, которое пугало меня больше всех в начале, но оно ощущается относительно слабеньким. Если у тебя есть возможность использовать шахтера, то оно как кукуруза пульта контрится. Но все равно неприятное растение, как и 3 стрел. Больше про сам уровень сказать ничего не могу. По сути, сборная солянка из остальных уровней. Прошел щитом на бесконечное солнце. Следующий является усложненной версией предыдущего. И здесь даже с щитом на бесконечное солнце не всегда можно справиться. Ведь если у вас заспавнится магнитогриб,
пальма и кукуруза, то это будет лютая оборона. Абсолютно непобедимая даже спамом футболистов или шахтеров. Прошел с читом на бесконечные солнца, заспамнив все танцорами. Вы смотрите, как красиво выглядит. Darling, I can show you where my love hides. It's a heartbeat on a hard drive. Yeah. Ну а последний уровень технически возможен. Смотрите, технически, если вам попадется уровень полностью состоящий из труса грибов 5 раз подряд, или из чомперов и мин, то вы теоретически его пройдете. Главные герои Ролик получился странным, необычным. Не угадайте, где все Не это спрашивайте, что показано? происходит на фоне. стриминговом сервисе. Но всем спасибо за На просмотр, кому провокацию это было такого. хоть немножко Я думал, он интересно, и про кто досмотрел до какой-то- конца. Ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, такое можем чаще мета-юмор, снимать блядь, контент по РСР? ПВЗ Что или такое сделать мета-юмор? нормальный мод, который будет нормально усложнять режим Я зомби. У меня уже Как есть сказал пара бы идей. GTA, Так это что что-то всем удачи, эфемерное. всем пока-пока. Это Скоро тоже аргумент, короче, то, что